Доброе утро, дорогая церковь! Рад вас всех приветствовать. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Благословим день сегодняшний, это собрание. Помолимся и будем прославлять Господа. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за этот день, за морозное утро, за то, что мы могли сюда прийти своими ногами. Господи, за то, что у нас есть возможность быть здесь, общаться, слышать голос Твой, получать ответы. И мы просим Тебя, Господи, благослови это собрание, как мы благословляем сейчас, Господи. Пусть каждый человек в этом собрании сегодня получит что-то от Тебя, Господи. Мы нуждаемся в откровении, в ободрении. Ты знаешь, Господи, Ты ведаешь, и я прошу Тебя, Господи, пусть будет так. Пусть ни один человек не уйдет равнодушным, Господи, но получит то, в чем он нуждается. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки и просим Тебя, Ты двигайся, как Ты хочешь. Ибо Ты глава этой церкви, Ты царь царей. Делай, что Ты хочешь. Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Наполняй наши сердца, дай нам переживать Тебя. И прямо сейчас, Господи, прими эту хвалу и поклонение, которое мы приготовили, ибо Ты достоин. И весь Божий народ сказал аминь. Давайте Богу аплодисменты дадим, ибо Он достоин. Потерян был и так далек, но Ты пришел и явил мне свою любовь. Не мог подумать, был равнодушен, но любовь Твоя дала все, что нужно. Потерян был и так далек, но Ты пришел и явил мне свою любовь. Не мог подумать, был равнодушен, но любовь Твоя дала все, что нужно. Я влюблен, прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, Твоя любовь пленила, спасла, освободила. Я влюблен, прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, Твоя любовь пленила, спасла, освободила. Я влюблен, прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, Твоя любовь пленила, спасла, освободила. Я влюблен, прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, Твоя любовь пленила, спасла, освободила.
спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Ты спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Ты спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Теперь навеки твой. Ты спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Ты спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Все, что раньше было, твоя любовь пленила, спасла, освободила. Я влюблен, прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, твоя любовь пленила, спасла, освободила. Я влюблен, прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, твоя любовь пленила, спасла, освободила. Прошлое забыто, не имеет смысла. Все, что раньше было, твоя любовь пленила, спасла, освободила. Ты спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Ты спас мое сердце, и я теперь навеки твой. Спасибо, Господь, за Твою любовь. Воздаем мы всю славу. Господь, мы славим Тебя за этот удивительный дар, Твоя любовь. Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе. Я знаю, рядом Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно — гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. 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 Лишь один, только Ты один. Все, чем я живу,
любовь. Иисус, Иисус, Ты первая любовь. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. 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 На шаг ближе, Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. на шаг ближе. Хочу я быть на шаг ближе к Тебе. Аллилуйя! На шаг ближе к нашему Господу в каждом дне, чтобы славить Его, величать и прославлять. Славь Иисуса на рассвете, славь Иисуса ты в ночи, славь Его с горячей верой, славь Его и не ворчи. Славь Его, когда проблемы в голове твоей кричат, славь Его как можно громче, чтобы дьявол замолчал. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего, славь Его, славь Его, славь Его. Славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Славь Иисуса с чистым сердцем, славь Его с любовью ты, славь Его, и Он исполнит через нас свои мечты. Славь Иисуса с небесами, и увидишь чудеса. Славьте, славьте Его имя, славьте Господа Христа. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его. Славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Ну а если ты не в духе и не в настроении, о кресте Его ты вспомни и в своем спасении. Славь Его, что ты искуплен, не оставлен, не забыт. И давай прославим Бога и станцуем, как Давид. И станцуем, как Давид. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его. Славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Славь Его,
не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. И все вместе. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Aspetto sürebilir, bugünden doların bileri. Kalır bakın konu korku. Anara, cümleten körbekü. Nadı yarın sürebilir, gördüğüge hep ettiği. Beni kutlamaklı, Eren'e kutlamaklı, Eren'e kutlamaklı. Min oğlum en güzelliğe, Eren'e kutlamaklı, Eren'e kutlamaklı, Eren'e kutlamaklı. Min oğlum en güzelliğe. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем тебе, Господь, каждый день. Он в твоей руке. Спасибо, наш Бог, что ты держишь нас и не отпустишь никогда.
слаб я был, Иисус. Спасибо за все слова, что открыты. Спасибо за то, что милостью покрыты. Спасибо за всю любовь, что я не заслужил. Если не ты, Боже, можешь меня спасти, то кто же жизнь мою исцели? Если хочешь, сердце мое обнови, Боже. Если не ты, то кто же? Если не ты, Боже. Если не ты, Боже. Спасибо за то, что ты очень близко. Спасибо, перед тобой склоняюсь низко, Бог. Спасибо, выше неба и земли имя Твое. Если не ты, Боже, можешь меня спасти, то кто же жизнь мою исцели? Если хочешь, сердце мое обнови, Боже. Если не ты, то кто же? В Твоих руках, Господь мой, я растворяюсь, словно снег, таю в Твоих ладонях, Иисус. В Твоих руках, Господь мой, я растворяюсь, словно снег, таю в Твоих ладонях, Иисус. Если не ты, Боже, можешь меня спасти, то кто же жизнь мою исцели? Если хочешь, сердце мое обнови, Боже. Если не ты, то кто же? Склоняюсь перед Тобой, восхищаюсь Твоей красотой. Жизнь отдаю Тебе, прославься, Господь, во мне. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь,
Спаситель мой. Спаситель мой. Спаситель мой, только ты. Слава Господу! Слава! Это было для нашего прославления. А теперь для Господа, пожалуйста. Вот. Вот. Молодцы. И знаете, и я бы хотела, я думаю, вы согласны, и нашей Леночке, она так служит. Слава Господу! Это действительно вот просто благодарность, что вложил в сердце это. Каждому делать все как для Господа. Драгоценные, но я вышла, чтобы мы как церковь все вместе помолились. Мы сегодня пели такую замечательную песню «Доверяю тебе». Да? Вот давайте мы доверим Господу все. Все. Это значит, Господь, во имя Иисуса Христа, убери всякую суету с каждого сердца. Пусть все мысли и взор наш будет направлен на Тебя, на крест. Господи, да будем мы просто сейчас в единстве в этом, в любви, простирая свои руки и сердца к Тебе, чтобы склониться, превознести Тебя, Твое святое имя, да святится имя Твое. Господь, мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, Господи, и хотим, чтобы больше и больше было Тебя в нашей жизни и в жизни наших родных и близких. Благослови, Господи, не охладеть.
Благослови, Господи, чтобы Твоя любовь, она все более проявлялась через детей Твоих. Эти потоки Божьей любви да наполняют каждого из нас во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы сегодня имеем, за то, что мы живы, за то, что мы можем собираться вместе, нету гонений, Господи, за то, что мы можем служить друг друга, поддерживать, укреплять. Господи, спасибо Тебе. Спасибо за этот дух единства, дух любви. Да будет еще крепче Твоя церковь. Да будем мы действительно двигаться к одной цели во имя Иисуса Христа. Сплоти, Господи, через Дух Святой. Мы благословляем все церкви Якутии, Дальнего Востока, нашего Северо-Восточного Союза, Господи, благословляем Твоим святым именем, Господи, и просим Тебя, чтобы Твоя совершенная воля была в жизни каждого. Благослови наших пастырей, наших лидеров, епископа, благослови просто духом премудрости и откровения. Благослови, Господь, чтобы каждый раз было живое слово, которое касалось и которое приносило плод во имя Иисуса Христа. Благослови, Господи, и да будет Твоя защита и покров над каждым, и над служителями, и над каждым христианином, и над семьями нашими. Мы просто призываем Твою кровь святую. Господи, защити и помилуй. И пусть Твое имя, оно будет для каждого из нас крепкой башней, имя Иисуса. Крепкая башня. Господи, да будет каждый спасаться в Твоем имени. Благословляем. И, Отец, мы молимся сейчас, Господь, за власти, потому что Ты сказал в Слове Своем, что мы должны молиться за власти, чтобы нам благоденствовать, и чтобы город процветал. Боже, мы благословляем власти Якутии, Якутска, Господь, благословляем. Мы молимся за то, чтобы они познали Тебя, чтобы пришло спасение в их дом, Господи, прежде всего, и чтобы Ты вел и направлял, потому что сердце царя, оно в Твоей руке, и также любого правителя, оно в Твоей руке. Направляй, как потоки вод во имя Иисуса Христа. Да будут они делать угодное в глазах Твоих, и все, да что они будут делать, во благо для Твоего народа. Мы благословляем их мудростью от Тебя, Господи. Мы благословляем наш прекрасный город Якутск, который с каждым годом все лучше. Благословляем службы, которые занимаются дорогами, Господь, освещением, благоустройством, Господь. Благословляем, благодарим Тебя за каждого, чье сердце неравнодушно. Слава Тебе и хвала. И также, Отец Небесный, мы, конечно же, молимся, Господь, за ситуацию в мире. Ты сказал, что благословивший Израиля благословится. Молитесь за мир в Израиле, в Иерусалиме. Молитесь. Желайте им благоденствия в чертогах, что было Иерусалима. Господь, мы молимся об этом. Мы говорим: мир Тебе, земля святая, мир Тебе, Иерусалим, мир Тебе, земля, по которой ходили ноги Иисуса, и куда Он вернется, на Леонскую гору. Мир Тебе, земля. Господи, да будет Твой мир, как река на этой земле. И как Ты до ныне защищал, Господь, железным куполом, так и сейчас, Господь, усиль. Пусть будет тройной этот купол, Господь, и да будет Твоя защита над каждым, Господь, проживающим на этой земле. Мы также благословляем, Господь, жителей Газы, чтобы не гибло мирное население, Господи, это и Твое желание. Мы благословляем их также Твоей защитой, Господи. Мы благословляем, Боже. И пусть коварные замыслы врага, они будут разрушены во имя Иисуса Христа. Просто Твоим именем да будут разрушены. И все тайное, все сговоры да станут явны во имя Иисуса. И добро да победит, Господь. Аллилуйя. Мы благословляем, конечно, Господь, нашу землю, Россию. Благословляем, Господь, также Украину, народ побратим, Господи. Многие из нас оттуда, родом, по плоти. Боже, мы благословляем и также молимся о перемирии. Мы молимся, Господь, чтобы Ты сократил, как возможно, Господь, сократи эти дни войны, Боже. Да придет этот долгожданный мир. Да придет, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы просим также о особой защите, Господь, для каждого. Вот для каждого, Господь, пусть ангелы Твои охраняют. И пусть ни одна не спасенная душа не пойдет, Господь, не погибнет во имя Иисуса Христа, но прежде познает Тебя, а своих Ты хранишь, Господи. Благодарим Тебя и славим. И сейчас, Господь, мы как церковь, мы сейчас просто отдаем Тебе все свои заботы, все нужды. Дорогие, мы духовные люди, и мы духовно это делаем по вере. Возложите, вот на крест, который вы смотрели, возложите у подножия креста каждый свою нужду, что бы то ни было, болезнь,
какие-то нарушенные отношения, финансовые проблемы. Господи, работа нужна ли кому? Господь, что-то с детьми не так. Отец, во имя Иисуса Христа, мы все заботы возлагаем Твоим ногам. Боже, Ты видишь каждое сердце. Приди в каждую ситуацию. Приди, Господи, как Ты это делаешь всегда. Дай утешение. Дай исцеление, Господи. Укрепи веру нашу и умножь веру нашу во имя Иисуса Христа. А мы с благодарностью принимаем эти духовные Твои блага, духовные дары, Господь, Твои подарки небес. Боже, незаслуженно, но по милости и благодати Твоей мы все это берем по вере, Господь, и благодарим, что ранами Твоими мы исцелились, что небо всегда над нами открыто, что финансовые потоки, они приходят, что Ты обеспечитель, и Ты, и Иегова Ири, который усматриваешь выход и победу в любой ситуации. Мы такого знаем Бога, всемогущего, всесильного, человеколюбивого, многомилостивого, такого верного и благого. И Тебе, Господи, вся слава, честь и хвала. Аминь. Еще раз огромное спасибо прославлению. Давайте мы им аплодисменты дадим. Не знаю, как вы, может быть, привыкли. Я прямо смотрю, что они все лучше и лучше, из славы в славу. Слава Богу за них. И не садитесь, пожалуйста. Подойдите к минимум к 4. Давайте сделаем 4 человека. И благословите его. Скажите что-нибудь хорошее. Если вы видите человека первый раз или давно не видели, скажите что-нибудь приятное. Слушай, это прям круто. Мне прям понравилось. Вообще, сейчас, когда играли, это... Может быть, поначалу, знаешь, там впечатление произвел виртуоза, но стабилен, вливается, да, и вообще красавчик.
Дети, подростки, пожалуйста, выходите вперед, мы за вас помолимся, благословим вас. Смотрите, я вышел из зала на 5 минут, вернулся, никто даже не заметил, что я уходил. Все общаются, все идет своим чередом. Вы знаете, что на каждом собрании мы молимся за детей, за подростков, благословляем их. Сегодняшний день не исключение. Все вроде лица, половина другие, чем были на прошлом собрании, где все остальные, но тем не менее, нас побольше. Давайте мы помолимся за них. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за каждого подростка, за каждого ребенка в нашей церкви, за всех, кто сейчас здесь присутствует, а также за всех, кого нет по каким-то причинам. Где бы они ни находились, Господь, мы их благословляем всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, ведет их по жизни и уберегает их от зла. Господи, мы просим Тебя за всех школьников, кто уже ходит в школу, Господь. Благослови их этот учебный год. Пусть они закончат и первую четверть год на отлично, Господь, на максимуме своих возможностей. Господь, просто благослови их. Дай им хороших друзей и учителей. Господи, благодарим Тебя за всех детей младшего возраста, кто еще только в садик ходит. Господи, пусть у них также все будет хорошо. Усмотри у них друзей, воспитателей, чтобы все было устроено, Господи. Если кто не ходит в садик, но ищет место, Господи, Ты благослови. Усмотри, чтобы ходили, чтобы было общение, чтобы было воспитание также правильное. Господи, мы просим Тебя, чтобы каждый ребенок и каждый подросток нашей церкви в свое время сделал осознанный выбор, выбрал Тебя, выбрал жизнь. Господь, мы благословляем также их будущие семьи, их будущих супругов и их детей также, Господи. Благослови их. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Да, и у нас есть несколько вещей. Присаживайтесь, дети, да, могут идти на детское служение. Перед тем, как мы перейдем к слову. И... А где у нас Наташа? Игумнова, да. А, вот она. Она просила просто, знаете, у нас хорошая традиция в церкви. Мы поздравляем именинников с днем рождения. И сегодня мы сделаем это в начале собрания, не будем затягивать. Вот я Наталье микрофончик передам. Приветствую, драгоценные. Мы сегодня поздравляем именинников, кто родился в октябре. Вы знаете, что у нас в группе, да? Кого не видела? Так рада видеть, Людмила. Очень рада. Не заметила тебя. Отвлеклась, извините. Я хочу сказать, что кто родился в октябре, да, независимо, кого мы поздравляли в группе или кого-то не поздравляли, да, кто сейчас здесь присутствует, просьба просто выйти сюда. И наш пастор драгоценный помолится за вас. Не стесняйтесь, а выходите, получайте благословения. Их никогда не бывает много. Давайте похлопаем нашим именинникам, поздравим их. Мы же семья. Слава Богу за каждого. Слава Богу. Помолимся за них, благословим. Можно встать, можно сидеть, но мы вас поздравляем. Кого с прошедшим? Ну, наверное, всех уже, да, октябрь закончился. Господи, благодарим Тебя за наших сестер во Христе, за нашего брата, братьев во Христе. Господи, благослови их, как мы их благословляем. Прежде всего, Господи, дай им крепкого здоровья. Господь, пусть всякая болезнь, всякий вирус, он обойдет их стороной в эту зиму, Господи. И дальше вообще, во все дни их жизни, Господи. Мы просим Тебя, Господи, чтобы их жизнь, она была, как в сказке. Не в том смысле, что чем дальше, тем страшнее. Но чтобы всегда был счастливый финал. Везде, Господи. Пусть венцом их жизни будет счастливый финал. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы
как в сказке их жизнь она была наполнена чудесами и знамениями от Бога, Господи. Пусть будут ответы на их молитвы, на их желания, Господи. Мы просто благословляем их. Пусть исполнятся их сокровенные желания и сердце, Господи. У каждого есть какая-то мечта. Господь, пусть она исполнится во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Да, и сладкие подарки. Драгоценные, не догадайтесь, почему я сейчас вышла. Сейчас скажу. Вы знаете, я хочу, чтобы мы как церковь просто проявили уважение и выразили свою любовь и принятие двум сестричкам, которые не были у нас с времен коронавируса. Но сегодня они здесь. Это Людмила Анатольевна и Лариса Тимофеевна. Поаплодируйте им, пожалуйста. Мы вас любим, драгоценные, и очень рады вас видеть в семье Божьей. Так что, чтобы вы их запомнили получше, с нами еще мы делали молитвенный выезд в августе месяце. С нами была еще драгоценная Таисия Николаевна, мама Насти Димовой. Вы ее тоже все знаете. Мы сейчас вам покажем кратенький ролик о нашем выезде, 2 минутки. Слава Богу! Когда гром ударил, я даже вздрогнул. Что происходит? О. Слава Богу!
Я рад вас всех видеть еще раз. И по поводу вот этого служения, то тоже вот все спрашивают, вы знаете, да, что вот у нас, я не знаю как, сестринская это или не сестринская, но вот сестры, они выезжают, берут какую-то группу людей, служат им, молятся, ночуют где-то, ну, на фотографиях выглядит здорово, да? И это продолжается, кстати, зимой, наверное, не такой пейзаж будет, как бы, да? Так на улице не посидишь в кресле, но тем не менее. Я так понимаю, что намерения есть, они будут продолжать дальше. Слава Богу за это. И еще раз я бы хотел поприветствовать вот, наших сестер, Людмила Анатольевна, Лариса Тимофеевна. Просто, знаете, вот чем был плох коронавирус? Помимо того, что люди болели, у нас умерли люди в церкви, ну, от последствий коронавируса. Помните, Ада, вот, например, знаем пастора вот в Приморье и так далее, это понятно все. Но одна из таких вещей, знаете, вот то, что меня вот лично, нельзя было прикасаться к людям. Знаете, я понял, как вообще плохо, когда ты не можешь вот прийти и поговорить с кем-то вживую, и ты не можешь прикоснуться к человеку. И все вот одевают вот эти перчатки, и кожа к коже, и вот это, вот, знаете, есть нечто особенное вот в человеческом прикосновении, в человеческом общении. И сестры у нас по понятным причинам, вот с 2019 года их не было в собрании, насколько я понимаю, вот вживую. Они были на выездах, и я вообще рад, что они выбрались, что эти времена закончились. Потому что, знаете, помимо физической боли и физической смерти, есть нечто и хуже. Вот когда ты не можешь общаться, когда, знаете, вот духовная боль, душевная боль. Я не говорю, что они прям переживали душевную боль, но вы понимаете, да, о чем я. Быть в собрании – это здорово. Вот вы молодцы, вот вы цените, вот вы в собрание пришли. Потому что ничто не заменит живого общения. Да, можно быть верующим, не ходя в собрание, не ходя в церковь. Ты можешь быть христианином. Другой вопрос, насколько успешным христианином ты будешь. Насколько ты сможешь войти в то, что тебе Бог приготовил. Я верю, что церковь для этого, она обязательна, она необходима. И ты не сможешь достичь того максимума, который Бог для тебя предназначил, без собрания. Поэтому давайте будем ценить наших братьев и сестер. Аминь. Повернись к кому-нибудь и слева, и справа, и скажи: я ценю тебя. Как здорово, что ты здесь. И это правда. И, вы знаете, я также хочу поделиться с вами кое-какими новостями. У нас наконец-то сделали шкаф, который мы ждали месяц в детском служении. И у нас таких шкафов должно быть, по-моему, аж 4 штуки. Там шкаф во всю стену. Если вы зайдете, зайдите потом, ну, с разрешения детского служения, когда у них закончится. Первый кабинет, когда вы заходите, и вот та стена, которая рядом вот с дверью, там во всю стену до потолка полностью сделан шкаф. Причем он сделан так, что когда я зашел, я даже не понял, что он там есть. Потому что, ну, стеночки, отделка, она под цвет стен кое-где. И на самом деле это прямо такой вот многофункциональный на заказ шкаф, который мы ждали целый месяц. И то до сих пор еще ручки не пришли какие-то. Но тем не менее его вчера собрали. Спасибо. Вот, и 140 тысяч. Я задавался вопросом, за что? Как может шкаф стоить 140 тысяч? Ну, когда увидел, наверное, да. Наверное, стоит того. Ну, по крайней мере, это то, что хочет детское служение, потому что у них столько всего. Вот там у нас, знаете, шкаф стоит, вот, как бы, где вот пасторская, там задняя стенка вываливается у него постоянно, потому что он как резиновый, вот так пытаются запихать, но с обратной стороны уже вылазит. Здесь он возле стены стоит, поэтому туда можно пихать нормально. Надеюсь, стенка у нас не выскочит, здесь кирпичи не посыпятся. Вот, к чему я это? Также время давать. Пожертвования, десятины, если что-то вы приготовили, можно вот ведра, можно информацию на экран. Церковь живет на пожертвования. И я же сказал, да, нам 4 надо шкафа. Вот мы 1 поставили, надо еще 3. До конца мы мебель не сделали. Мы, кстати, купили
как это называется, монолитный поликарбонат. Нам нужна загородка для барабанщика, потому что барабанщик у нас человек не маленький, и когда он начинает входить в раж, он начинает руками размахивать и стучать громче и громче. И я пытался выходить на сцену, очень плохо слышно что-либо, когда на сцене находишься, потому что все барабаны, они забивают все, и нам нужно музыкантов огородить от этой взрывной волны ударных инструментов. Вот. Поликарбонат мы уже купили, 2 листа. Каждый лист стоил 24 тысячи, итого 48 тысяч. Теперь нам нужно сделать раму и поставить эти 2 листа. Вот, это я вам просто такие обрисовываю перспективу, планы на будущее. Еще радостные новости. На следующей неделе, вы помните, у нас уже вот он, ноябрь на носу. У нас будет гость. И на следующей неделе у нас будет вечернее собрание в пятницу здесь, если он будет в состоянии, потому что он в пятницу прилетает из Москвы. Но как такое вводное, вступительное, я думаю, мы помолимся, попросим его, чтобы он помолился за людей. Поэтому вся информация будет в группе, но я вам сейчас такой анонс. В пятницу вечером, ориентировочно в 7-7:30, здесь первое собрание. В субботу будет 2 собрания. Подумаем, как их сделать, как организовать. Может быть, сделаем первое в 11, потом перерыв на обед. Поедим здесь все вместе и потом сразу второе собрание. И в воскресенье, воскресное собрание здесь. Гость – это пастор церкви Слова Жизни Одинцова из Подмосковья со странным именем и фамилией Риши Марвах. Он россиянин, он наш, он русский, но у него индусские корни. Ну, как вы догадались. То есть Риши – это имя. Вот, может быть, вы знаете его жену, супруга Ирина Марвах. Очень видный деятель в женском христианском движении. Много чего где делала. Наверное, более известна даже, чем он. Должны были приехать вдвоем, но, может быть, в другой раз. То есть она как-то там, женщина занятая. В общем, на первый раз сначала его, если живой вернется, то они потом, наверное, вдвоем приедут. Если не замерзнет. Кто видел, я вчера вечером отправлял в группу фотографии, да, официальные фотографии пресс-служба Кремля. Вчера был День народного единства, с чем я вас поздравляю. Праздник такой вроде бы новый, но очень важный. Для нашего общества, для нашей страны единство – это хорошо. И вы знаете, кто заметил, что там был наш начальствующий епископ среди всех этих лиц Сергей Васильевич Риховский? И на самом деле это не первый раз, когда он участвует вот в подобных мероприятиях, его зовут. Но вы знаете, вот в этом году прямо это официальная пресс-служба Кремля. Это был сюжет по центральному телевидению везде. И то есть никогда вот эту тему так вот прямо широко не педалировали. И что еще интересно, это то, что вы понимаете, что это главы традиционных конфессий, традиционных религиозных направлений. И евангельские христиане, то есть мы, в лице Сергея Васильевича, они также там присутствуют. Это как бы официальное вообще признание властей, в том числе. Вот чем это ценно? С чем я вас тоже поздравляю. То есть вы уже не сектанты какие-то, непонятно кто. Нет, я вам кроме шуток говорю. У нас есть программа «Протестантская теология», которая аттестована для того, чтобы преподаваться в светских вузах. Такой автор программы – это Сергей Егоров. Есть такой человек с такой головой. Ну, на самом деле, она не такая большая, я имею в виду светлая. Ему 35 лет, он уже доктор теологии, доктор права, проректор Федерального налогового университета, преподает там, консультирует по налогам большие компании и так далее. Этот парень, он активный сотрудник офиса РосХВЕ и ходит в церковь, я не помню кому, он то ли в Слово Жизни Москва, то ли Церковь Божия Царицына, ну, в общем, наш человек. И вот он, собственно, приложил немало усилий для того, чтобы написать эту программу. Слава Богу. И, вы знаете, я вспоминаю вообще собор и вот размышлял. Вот на самом деле наш союз, он успешный союз. Вот христианский, РосХВЕ. И вот, вы знаете, девиз союза,
Кто-нибудь знает? Я вот совсем недавно услышал, потому что как-то до этого не озвучивали. Но девиз Союза, он звучит следующим образом. В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. И вообще говорят, приписывают эти слова, это святому Августину был какой-то человек такой, мудрую мысль сказал, святой в православной церкви. Но, вы знаете, на самом деле, я думаю, что это очень сильная фраза. И вот этот вот девиз, он применим и успешен не только для союза церковного, что в главном единство, то есть мы соглашаемся, знаете, есть христианские догмы, определенные, что Иисус Христос – это Сын Божий, что Он умер и воскрес, что только через веру в Него мы получаем спасение и так далее, и так далее. То есть те вещи, которые непререкаемы. И в этом у нас единство среди церквей. Православные тоже это разделяют, вы знаете, да? То есть это общехристианские какие-то догмы. Но у каждой общины поместной, у нее есть какое-то свое направление. И вот во второстепенном у нас полная свобода. Кто-то занимается репцентрами, кто-то занимается, я не знаю, служением депутатом Госдумы и так далее, понимаете? И это ваше дело, да? Но во всем в этом любовь. И вот ключевая вещь вот здесь – это любовь. Вы знаете, это фундамент вообще всего. И я больше скажу, что этот девиз можно применять и для внутрицерковного устройства. У нас в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем должна быть любовь. И без этого, вы знаете, она последняя в списке, вообще не будет ничего. Более того, я вам скажу, что то же самое, оно характерно и для семей, где мама, папа, дети. Вы знаете, есть какие-то главные вещи, главные приоритеты. Отец выполняет определенную функцию, мама выполняет определенную функцию, дети. И это непререкаемо, в этом единство. Но есть свобода во многих вещах. Должна быть, по крайней мере. Но во всем должна быть любовь. И вот сегодня я бы хотел поговорить именно об этом. Знаете что? Во всем любовь. Любовь – это такое основание, и так много говорилось про любовь. И я проповедовал на эту тему, и другие проповедники. У нас, как-то помню, вот наш епископ был Манжосов. Я помню, любить – это давать. У него такая проповедь была. И я постоянно говорил, что любовь – это глагол и так далее, и так далее. Вы много раз слышали об этом. Но тем не менее, я не знаю, эту тему можно рассматривать под разными углами. И, не знаю, конца и края нет, наверное. Но, вы знаете, я всегда сторонник практического христианства. То есть не просто какие-то умозаключения, рассуждения, но как на практике мы можем это применять. И вот сегодня мы посмотрим именно с практической точки зрения. И кто помнит, у нас на центральном телевидении была такая программа «Устами младенца». Ну и там какие-то похожие, они постоянно были, когда детей спрашивают на разные темы. И дети со своей непосредственностью, да, там, они иногда такие темы двигают. Вроде бы смешно, а когда задумаешься, думаешь, как-то... У меня самое любимое, это не относится к нашей теме, но самое любимое, вообще, которое когда-либо слышал, это, я помню, одна девочка сидела и рассказывала историю. Говорит, что сидели две девочки на крыше и бросали камни в прохожих. Одна девочка хорошая, другая плохая. И плохая девочка попала 3 раза, а хорошая попала 5 раз, потому что добро всегда побеждает зло. Просто здорово, да. Но здесь вот детей спрашивали по поводу любви, что такое любовь, и очень много роликов в сети. В YouTube сейчас выкладывают не просто какая-то официальная передача, а просто люди сами спрашивают. Я просто, знаете, решил не выводить, чтобы не затягивать время. Но я вам перескажу несколько просто, знаете, вот что такое любовь. Мальчик 7 лет, он говорит, что у меня
как только спрашивают об этом, у меня голова начинает болеть. Я просто еще ребенок, и мне не нужны такие проблемы. Девочка 10 лет. Она говорит, что ну, я не тороплюсь с любовью. Я считаю, что учиться в 4 классе это уже достаточно сложно. Мальчик 8 лет. А, нет, это девочка 8 лет. Она говорит, что любовь – это когда кто-то должен за все платить. Потому что неважно, сколько у тебя любви, все равно кто-то должен платить. Мальчик 8 лет. Говорит, по-моему, в тебя должны попасть стрелой, а все остальное более-менее безболезненно. Вот здесь, смотрите, с одной стороны смешно, с другой стороны, ну, может быть, не очень такой подтекст, знаете. Мальчика спросили, каким образом ты можешь догадаться, что мужчина и женщина, они женаты, что они состоят в браке? Он говорит, ну, наверное, можно предположить, если они орут на одних и тех же детей. Вот здесь тоже последнее скажу. Мальчик, 7 лет, его спросили, как ты считаешь, что нужно для успешного брака или для успешного супружества? И мальчик, 7 лет, отвечает, он говорит, что я думаю, что нужно говорить своей жене, что она выглядит красиво. Несмотря на то, что если даже она выглядит как старый мусоровоз. К чему я вообще все это приводил? Вы знаете, часто вот устами младенца, есть такая поговорка, не обязательно она, ребенок это все равно ребенок, но часто дети своей непосредственностью, они вот выхватывают такое зерно, когда мы, взрослые, со всей нашей ученостью и вот какими-то такими надмозгами, уже, знаете, мы получили какое-то образование, это все над нами давлеет, а они просто вот, что видят, то и говорят, да, и как-то вот выхватывают истину. И вот то, что я приводил, знаете, какой вот вывод можно вообще все сделать? Дети, они понимают, что любовь – это сложно. Любовь в семье – это сложно. Тяжело любить в семье. А вы подумайте, если в семье тяжело любить, когда изначально вы встретились с человеком, и вы друг другу привлекательны, а потом в процессе тебе становится тяжело, то насколько тяжелее в церкви? Ты пришел, тут сидят какие-то люди, они тебе изначально не нравились. Как их любить? Да? Тяжело, совсем разные. Но, вы знаете, дети, они понимают, они хотят, чтобы была атмосфера любви в семье. Мы все хотим, чтобы была атмосфера любви в церкви. Вы согласны? И дети, они понимают, что это сложно. Внимание, не невозможно, но это тяжело, это сложно. Это сложно создать такую атмосферу в семье и в церкви. Вы знаете, как еще вот такой пример, как один ребенок, вот он молился и говорил, что «Господи, как ты можешь любить всех людей во всем мире?» У меня в семье всего 4 человека, и то у меня с этим проблемы. Вы знаете, люди, они постоянно приходят в церковь, новые люди, добавляются с разным прошлым. Люди создают семьи постоянно, женятся, выходят замуж, рожают детей, создают семьи. И все эти люди, что в семье, что дома, что в церкви, они хотят, чтобы их окружала атмосфера любви, почтения. Никто в здравом уме не хочет приходить домой и только порог переступил, шашку наголо, и понеслась там сражение у тебя. То же самое в церкви. Никто в здравом уме не хочет приходить и отражать атаку за атакой. Или самому нападать. Но хочется, чтобы ты пришел, и ты почувствовал защиту, ты почувствовал себя комфортно, ты мог расслабиться, что в семье, что в церкви. Вы согласны?
каким образом нам создать такую атмосферу в семье? Каким образом нам создать такую атмосферу в церкви? Вот на этот вопрос я хочу попытаться ответить сегодня. Потому что у каждого человека искреннее желание быть окруженной атмосферой заботы, почтения и любви. Что в семье, что дома. Итак, каким образом нам создать такую атмосферу, где любовь, уважение и почтение – это правило, это постоянно, а крики, гнев и прочее такое все – это исключение. Не наоборот. Вы знаете, самое первое, что Библия нам об этом говорит, мы же смотрим на Библию, Библия говорит, что нам нужно начинать с Бога. Нам нужно подражать Богу. Давайте мы посмотрим. Ефесянам 5 глава, 1-2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Внимание, нам что нужно? Подражать Богу. Вы знаете, на самом деле, вот когда вот многие все говорят, это вообще такой золотой принцип. Мы учимся посредством того, что мы имитируем кого-то, что мы кому-то подражаем. Вы согласны? Вы знаете, наставничество – это что такое на работе? Или в армии, если кто был. Сначала приходит новобранец, что на работу, что в армию. Его никто не заставляет сразу или не ставит на какую-то должность. Но он что делает? Делай, как я. Он сначала повторяет за тем, кто что-то умеет делать. Вот в этом заключается наставничество, да? И здесь, смотрите, итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Мы обучаемся посредством того, что мы подражаем. Мы делаем как кто-то, как Бог. Вы знаете, на самом деле, это правило, как всегда так получается, что если в семье родители, они все свои споры решают руганью, если они постоянно орут друг на друга, то, как они решают свои конфликты, когда этот ребенок, он вырастет, у него будет свой брак, догадайтесь, как он будет решать конфликты. Какой образ поведения у него будет? Бывают исключения, но, скорее всего, он точно так же будет орать на своего супруга или супругу. Если ребенок, он растет в семье, где есть какой-то абьюз, физический со стороны отца, либо моральный со стороны жены, скорее всего, ребенок, он это впитает, и он будет копировать это в своей жизни, когда он станет взрослый. Вы согласны? Но Бог говорит нам, что вам не нужно так поступать. Вы не обязаны жить в этом. Вам не нужно быть жестокими, отстаивать свою позицию постоянно. Но я хочу, чтобы ваша жизнь, она была наполнена любовью. И это касается не только, знаете, когда мы взаимодействуем с нашими знакомыми где-то на улице, или мы взаимодействуем с нашими коллегами на работе, но гораздо больше это касается, когда мы в церкви, а еще больше, когда мы приходим домой, и мы в семье. Вы знаете, каждый раз, когда мы показываем любовь во Христе нашим половинам, нашим супругам, мужьям, женам, детям, родителям, это как фимиам, приятное благоухание пред Господом. Это Ему угодно. Знаете почему? Потому что таким образом мы показываем Богу,
это наша жизнь, она свидетельствует, что мы понимаем приоритеты Божьи здесь, в этой жизни. Я сейчас поясню вам. Первое послание Иоанна, 4 глава, 11-12 стих. Говорится следующее. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Итак, мы учимся, подражая. Мы должны подражать Богу. Мы это выяснили, да? Вы смотрите, я так планомерно, да, веду. Мы должны подражать Богу. И здесь, смотрите, о чем говорится, что Бог, Он возлюбил нас. И если Он возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Мы должны подражать Ему. Каким образом? Возникает вопрос. Что это значит? Тут подражать, и вот Он возлюбил людей. Практически, как мы можем это делать? В наших семьях, в нашей церкви. Вы знаете, самое первое, вот с чего вообще начинается настоящая любовь. Божья любовь. Любовь с небес. Самое первое, это что? Это то, что Бог, Он сделал первый шаг. Он начал. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уместиловление за грехи наши». Римлянам 5 глава, 10 стих. «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Внимание! Бог возлюбил нас, прежде чем мы что-либо сделали. До того, как мы стали какими-то хорошими. До того, как мы заслужили этой любви. Вы понимаете, в чем вся суть? Бог возлюбил нас, когда мы совсем неприятные были. И чему это учит нас, если мы должны подражать Богу? Вы знаете, это учит нас тому, что любовь в твоей семье, любовь в твоей церкви, она должна начинаться с меня. В смысле, с тебя, с каждого. Не с брата или сестры, но с меня. 1 Коринфянам, 13 глава, внимание, все знаете, да, 13 глава, где говорится про любовь и так далее. Давайте мы посмотрим с 1 по 3 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Вы все знаете это местописание, уже так часто его цитировали. Но в чем суть-то вообще? Вы только вдумайтесь. Если я имею такую веру, что я могу горы переставлять, а любви во мне нет, нету вообще ничего. Никакой пользы в этом нет. Если я там пророк, и я там истинный глаголю, и я там такой супер-пупер проповедник, и я там у меня люди каются и так далее, но если у меня любви нет, вы смотрели здесь вот кимвал? Звучащий, медь звенящая. Это что такое? Группа прославления, скажите. Да, это, ну вот у нас бубен был. Есть тут палочки? Смотрите, если я знаю все... Я уже такой пример приводил как-то, но только с этим. Если я там горы передвигаю и так далее, и все это делаю, но любви во мне нет,
то я как медь, вот это вот из меди сделано, звенящая. Это что? Знаете, я вам на русский современный переведу. Пустозвон. Ты можешь зарулить там истинами, можешь верой там своей там это, но это все равно, что позвенел, и пользы никакой нету написано. По-русски это пустозвон. Поэтому я говорю, что в основании всего любовь. Если ты делаешь, и ты двигаешь, и у тебя там служение, и ты в семье вроде бы, там женщины бывают так, из сил уже выбилась, и сил уже больше моих нету, и только посмотрите на этих уродов неблагодарных. Да нету в этом никакой пользы. Павел здесь говорит, что любовь, она должна начинаться с него. Это он про себя здесь пишет, да? Что если я там и такой, и я сякой, но во мне нет любви, то я пустозвон обыкновенный. Позвенел и ушел. И он говорит, что любовь должна начинаться с меня, а не с кого-то с другого. И, знаете, вот, зачем нам это Бог показывает? Если ты хочешь, чтобы у тебя в доме, в твоей семье, в твоей церкви была любовь, так она с тебя и должна начинаться. Знаете почему? Потому что если ты в своей семье будешь ждать, когда твой супруг или твои дети будут достойны любви, а еще лучше, если ты в церкви будешь ждать, ну, когда мои братья и сестры во Христе будут заслуживать любви, вот тогда я их начну любить. Я тебя разочарую. Можно не дождаться. Пришествие второе Иисуса будет быстрее, чем братья и сестры не будут заслуживать. Поэтому любовь, она должна начинаться с тебя, с меня. Первый шаг должен сделать ты, а не смотреть на соседа, на брата или сестру. Я уже приводил как-то такой пример. Молодая женщина, ну, просто он очень хорошо показывает вот вообще принцип, вот этот, признак вот любви. Реальная история. Молодая женщина выросла в неблагополучной семье. Мама, папа пили, ругались, ну, пренебрегали ей там и так далее. И вот она стала уже взрослая, у нее работа, у нее как бы все хорошо, и у нее обнаруживает рак груди. И она проходит там курс лечения, химию, всякое такое. И ее мама, она переезжает к ней домой, чтобы помогать ей по дому просто. Ну, то есть это процесс длительный. Она при этом на работу еще ходит, то есть, ну, все не оставила. Мать переехала. И она сделала такое, знаете, волевое решение. Она решила, что я буду любить своих родителей. Когда вот такое с ней произошло, и она понимает, что, ну, как там вообще получится, выживу, не выживу, вообще может быть и летальный исход. И она решила, что я буду любить своих родителей, несмотря на то, что было в прошлом. И вот мама переехала к ней, чтобы помогать по дому, и она уходит на работу. И каждое утро, когда она собирается, она там все сложила, она бежит там, садится в машину, едет на работу, и перед этим она говорит маме: «Ма, я люблю тебя». Прыгает в машину и уезжает на работу. И так продолжается несколько месяцев, где-то месяца 3-4. И в одно утро она собирается, пакуется и уже опаздывает везде. И она просто выскакивает из дома, бежит, и мать ей вслед: «Ты кое-что забыла». И она поворачивается и: «В смысле, что забыла?» Она говорит: «Ты забыла сказать, что я люблю тебя». Ну и как у женщины это бывает, они там давай обниматься, слезы. Но вот в этот момент, знаете, вот она, любовь. Ее любовь, она первая сделала шаг. Она первая, несмотря, мать вообще не заслуживала этого. Более того, она заслуживала совершенно другого. Но она приняла такое решение, она стала делать что-то, да? И пришел прорыв. Итак, помните, да? У нас логическая цепочка выстраивается. Если мы хотим иметь любовь в семье, если мы хотим иметь любовь
в церкви мы должны подражать Богу. Да? Да. Каким образом? Написано, что Бог, Он возлюбил этот мир, когда мы были еще недостойны. Самое первое, мы должны сделать первый шаг. Любовь должна начинаться с тебя. Второе, знаете, Бог, Он возлюбил так, и мы должны Ему подражать. Наша любовь, она должна найти какой-то путь, способ для того, чтобы покрывать грехи того человека, которого мы любим. Покрывать в смысле, не в смысле мы это скрываем, но в смысле мы прощаем, да? Сейчас я поясню. Давайте мы посмотрим. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот здесь слово вот это вот «умилостивление». Что оно означает? Ну, то есть умилостивить, да? Как вызвать у человека милость. Ну, в общем, я в это не буду погружаться, но это не моя мысль. Я нашел это. Один богослов, он пишет, что, ну, здесь используется греческое слово, да, но оно синоним или оно эквивалентно вот там слову на иврите, да, капарет. И это слово, оно означает, знаете, это то же самое слово, которое используется для обозначения крышки завета. Вы помните, когда был ковчег завета, да, и у него была крышка, вот эта вот крышка, она называлась точно таким же вот словом. И она означает буквально покрывать, да, то есть закрывать, покрывать. И вы знаете, интересная вещь, кто помнит вот вообще ковчег завета, это была скиния сначала, да, потом там уже храм строили, но изначально, когда Бог Он положил, то есть должна была быть скиния, было святая святых, вы помните, внешний двор, внутренний двор, святое, потом святая святых. Святая святых это что было? Отделенное место, почему так называлось? Там хранился ковчег завета. Он был накрыт крышкой, и кто туда мог войти? Один раз в год, только один раз в год мог войти туда первосвященник из рода Ааронова и так далее, и так далее. Для чего? Чтобы принести жертву за грех. Он брал кровь там, жертвенных этих животных, заходил туда, и он кропил крышку вот этой кровью раз в год. Да? И после того, как на ковчег завета кровь вот эта, на крышку она попадала, грехи были покрыты. Как бы, да? Бог, ну, в смысле, Бог это как, все это символично, вы понимаете, да? Бог считал, что все, что там было сделано, оно было покрыто. Вот то, что мы прочитали в первое послание Иоанна, знаете, Бог, Он послал Своего Сына Иисуса как жертву в умилостивление, вот, для того, чтобы покрыты были наши грехи. То есть, если ты осознаешь, что ты грешный человек, если ты попросил у Бога прощения, ты покаялся в своих грехах, ты признал, что Иисус Христос Сын Божий, ты пригласил Его войти в твою жизнь, быть твоим Господом и Богом, ты принял водное крещение, с этого момента все твои грехи, они покрыты, которые были. Бог их больше не вспомнит, вы понимаете, да? Бог никогда не смотрит больше, не вспомнит твое прошлое, кем ты был, что ты делал и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь вот то, что мы читали, вот в 1 Петра, 4 глава, Бог говорит, что у нас есть шанс поступать так же, как Бог. Мы же Его имитируем, мы Его копируем по отношению к другим. Давайте мы посмотрим. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего...» Внимание, более же всего. Это что значит? Вот вообще важнее всего. Вот самое главное, важнее всякой веры, важнее всего и духовных даров там и так далее. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Если ты хочешь показывать любовь в своей семье, если ты хочешь
показывать любовь в церкви, нужно найти способ, когда ты сможешь покрывать множество грехов, других имеется в виду, прощать их. Не в том смысле, что заметать под ковер, и мы никому с тобой не расскажем, где мы вчера были. Нет, не в этом смысле. Притчи, 17 глава, 9 стих. Прикрывающий проступок ищет любви. Вы знаете, когда ты встречаешься с кем-то, и ты знаешь, что он совершил проступок против тебя, а ты даже и не вспоминаешь про это, и как бы с ним разговариваешь и обнимаешь, как будто ничего между, и не было. Ты ищешь любви с ним, ты прикрываешь это. А если как только ты его увидел, ты ему в глаз ткнул, то это обратная сторона, да? Пока все, что я говорю, складывается в единую картину. Вы помните, да? Если мы хотим любви, должны подражать Богу. Если мы хотим подражать Богу, то каким образом? Первое, мы делаем первый шаг. Второе, это мы должны покрывать грехи. А что это означает? Вот, не знаю, насколько хороший пример. Может быть, немножко детский, но, как по мне, так очень хорошо показывает суть. Реальная ситуация, семья, такая, знаете, вся, как подобрать правильно, эстеты. Такие эстеты и перфекционисты, и мама такая перфекционистка, и верующие люди, и они пригласили в дом приезжего пастора, уважаемый человек, который приехал, молодой, с женой, они его пригласили и накрыли дома стол. То есть прямо скатерть, сервировка, всякие штучки вот эти вот, которые там лежат, вилочки и салфеточки, и очень все красиво украшено, и мама там детей всех проинструктировали, как вести себя за столом там, в общем, об скатерть ничего не вытирать там и так далее, и так далее. И вот они сели с чинным видом, как бы, давайте благословим эту пищу, только помолились, и девочка 7 лет, одна из дочерей, куда-то тянется и разливает морс по всей белой скатерти, просто все сидят, пауза, мама, пытается как бы совладать со своими чувствами, и тут папа берет и проливает свой стакан и начинает смеяться. Потихонечку проповедник этот, потом жена проповедника, потом уже мама тоже выливают морс по чуть-чуть. Все смеются, всем весело. Папа подмигивает дочке. У нее течет слеза. Почему? Что он сделал? Он покрыл ее грех. Он взял вину на себя, он как бы сгладил всю эту ситуацию. Вот понимаете, вот практически любовь. Он как бы отразил вот тот, стыд и вообще вот вся эта неловкая ситуация, то, что происходило. Исайя 53 глава, 5 стих. Иисус сделал то же самое за нас. Но Он изъявлен был за грехи наши, это про Него говорится, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Это то, чему Бог, Он хочет научить нас. Мы должны покрывать грехи. Он сделал первый шаг, и Он покрыл множество грехов других. В этом выразилась Его любовь. Если ты хочешь любить в семье, если ты хочешь любить в церкви, ты должен поступать так же. Все хорошо? Следующий пункт. Каким образом я могу знать, что я поступаю таким образом, если я покрываю грехи других? 1 Петра говорит, что мы можем знать, что мы научились это делать, что мы поступаем таким образом, посредством того, что мы способны делать вот подобные вещи для тех членов нашей семьи или для тех братьев и сестер в нашей церкви, которых нам очень тяжело любить. Вот если ты поступаешь подобным образом для человека, которого ты, не очень любишь,
скушать не можешь, да, как в том фильме, когда он рядом. Если ты поступаешь, ты делаешь что-то подобное образом для него, то ты научился этому. 1 Петра, 4 глава, 9-10 стих. Внимание. Будьте страннолюбивы. Страннолюбивый – это что? Гостеприимный, да? Друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Ты знаешь, что ты покрываешь грехи в своей семье, в своей церкви, когда ты каким-то образом находишь способ послужить людям в церкви или людям в твоей семье, твоим родственникам, а особенно тем, с которыми у тебя не очень отношения. Но самая ключевая фраза здесь – без ропота. Будьте гостеприимны друг к другу, без ропота. Вот не надо там, вроде бы и делаешь там, я ему сейчас послужу, и ходишь там. И так, и сяк, и как там, да? Я люблю тебя. Будь благословен. Я, знаете, слышал вот такой пример. Мужчина уже взрослый, он рассказывал о том, как его научили вот, применять этот принцип, вот, любить в его жизни. Когда он был подростком, он рос в семье, у него был еще один брат, и они жили в одной комнате. Ну, одна комната на двоих, все бы вроде бы казалось бы весело. Но когда люди становятся старше, вся проблема была в том, что вот этот мужчина, который вспоминал, вот он был такой аккуратист. У него везде порядок, на столе порядок, вещи по местам и так далее. Брат был полная противоположность. То есть он все вообще чистые и грязные вещи приблизительно в одной и той же куче, не то, что они там по разным кучам. Все на полу, все везде непонятно, постель никогда не заправляется и так далее. И вот уже будучи подростком, он решил прийти к лидеру молодежного служения и говорит: слушай, я не знаю, что делать. Меня просто уже трясет от него. Что мне делать? У меня просто гнев. Знаете, лидер молодежки его спрашивает. Говорит: ты верующий же? Христианин говорит: да. Ты понимаешь, что Библия, она говорит, что ты должен любить своего брата? Он говорит: да, понимаю. И он его спрашивает: как ты думаешь, каким образом ты можешь проявлять эту любовь? Вообще без понятия, как я могу проявлять любовь. Но он говорит: лидер молодежки ему задает вопрос: что тебя вот раздражает больше всего вот в твоем брате? И тот сразу, он говорит: постоянно бросает вещи на пол. Что грязные, что чистые, то есть может подойти, просто взять чистую вещь, из кучи, как бы она условно там грязная, или там перевернул другой стороной, одел, она опять чистая, вот в таком духе. Он говорит: начни поднимать и прибирать за ним вещи. Он говорит: ты что, серьезно? Знаете, вот когда молодой человек приходит за советом, это не то, что он хочет услышать. В смысле ходите прибирать за ним? Он говорит: а что тебя еще раздражает в твоем брате? Он говорит: он вообще никогда постель не заправляет. То есть это вот бедлам, постоянно вот такая вот там комок этот на кровати. Он говорит: начни за ним заправлять постель. Он говорит: вы же не серьезно. В общем, они поговорили, и он сказал ему, что это вот на самом деле самый очевидный способ, как ты можешь показывать свою любовь к своему брату. И молодой человек, он согласился так делать, но, знаете, он говорит, что у меня была такая мысль, что, я буду так поступать, я буду так делать, и вот мой брат, он увидит, что я за него это делаю, и он исправится, и он начнет сам все собирать, и он начнет заправлять и так далее. Кто-то уже смеется. Догадайтесь, что произошло? Прошла неделя, прошла вторая, вообще не работает.
Знаете, это часто бывает, это немножко отступление. Мы сейчас вернемся к этому. С женщинами так. Ну и с мужчинами, наверное, тоже. Да, сейчас. Слюбится, свыкнется. Сейчас мы как бы... Надо брать, какой есть. Там я его напильником обработаю. И он будет как бы там это, да? Или потом она ходит и такая, вот я там за ним буду убирать, и вот это, вы знаете, с мужчинами это вообще не работает. У мужчины, если какие-то проблемы решаются, он такой, класс, работает. И они действуют по принципу, не нужно, если что-то работает, это не нужно ломать. И вот если ты там ходишь и что-то делаешь, и ты с ними разговариваешь, ну, классно. Все, его все устраивает, ничего не поменяется. Это я вам точно говорю. Ну вот мы возвращаемся обратно к этим братьям, то же самое. Тот, ну, класс вообще. Вещи там, я везде бросаю, прихожу, все везде висит, все хорошо, все нормально. То есть он не менялся. То есть через какое-то время он пришел опять к лидеру молодежки и говорит ему, слушайте, вообще не работает. Я вот хожу там, я делаю, я там люблю его, да, выражаю свою любовь в том, что я прибираюсь за ним, постель за ним заправляю. Ну и все, он на шею мне сел, и ничего не происходит. И вы знаете, что лидер молодежки ему сказал? Вся суть, она не в том, чтобы изменить твоего брата. Вся суть заключается в том, чтобы изменить твое отношение к нему. И он говорит, что... Задал ему следующий вопрос. Как мне долго вообще так делать-то тогда? Ну, ходить и убирать там за ним. И лидер молодежки его спрашивает, а как долго он твоим братом будет? И он говорит, что в этот момент я понял, в чем заключается вообще вся суть. Для того, чтобы создать атмосферу любви по отношению к своему брату, любовь, она должна была, во-первых, начаться с него. Он должен был первый начать делать. И любовь, она должна была покрывать множество грехов. Бог призвал нас поступать с другими так, как Он поступил с нами. Мы копируем Его. Вообще нелегко. Но когда мы понимаем, что Бог для нас сделал, что Он вообще сделал для нас, ну, как-то полегче немножко. Вы согласны? Я хочу закончить таким примером, жизненным тоже. В одной семинарии был студент, духовная семинария, еще раз, да, то есть не светское образование, и у парня были явные проблемы с гневом. То есть он не мог контролировать, у него бывали вспышки гнева. И один из преподавателей, у него также там какое-то образование было вот в решении конфликтов там и так далее, он решил ему помочь. И ну, как бы совладать с этой ситуацией, он начал его приглашать. Они проводили какие-то сессии, разговаривали о чем-то. И шло время, год, второй, 3 года прошло, вообще ничего не поменялось. То есть у него с первого курса, как он учился, ничего не меняется. Вспышки гнева, они точно такие же. Контролировать он это не может. И он решил, что, говорит, слушай, у него семья жила в том же городе. Он говорит, можно познакомиться с твоей семьей? Давай, говорит, пригласим твою семью, пусть они придут. И расчет был такой, что, может быть, его семья, она как-то поможет тому, чтобы вывести его из этого состояния. И когда пришла вся семья, внимание, это верующие родители тоже, все, но как вот этот служитель, он потом вспоминает, он говорит, что я никогда еще в жизни не встречал таких спорщиков.
Это просто самая вот семья, которая... у них постоянно какие-то разногласия, постоянно какие-то споры. И вот всем нужно отстаивать свою позицию. Вот я прав, я там это. И вот, то есть они собрались там помогать, обсуждать, и я понял, в чем вообще проблема. Просто вся семья такая, то есть не только ему вообще помощь нужна, но там все в семье, они такие, у всех проблемы и с гневом, со спорами, с криком, с руганью и так далее. Он поговорил с ними, объяснил им и говорит, что, ну, вообще задумался на какое-то время, молился, как вообще помочь, что делать. В одной из сессий он раздал им листочки бумаги и сказал, что составьте список того, что необходимо для того, чтобы была успешная семья, вот хорошая семья. Составьте список. Что для этого нужно? Как вы это видите? Потому что люди, ну, они не понимали, что происходит. Все были несчастны в семье, все считали, что они поступают правильно, но ни любви, ни мира, ни спокойствия, ничего не было. Итак, первое. Список того, что необходимо для того, чтобы семья она была успешна. Второй список. Он говорит, что вспомните вот последние разы, что вызывало у вас гнев. Вот составьте список. На что вы злились? Когда вы срывались, вот там слетали с катушек, составьте этот список. И третий список, внимание, он говорит, что напишите, составьте список того, какие у вас есть права в семье, как вы считаете. Какое у вас есть право, на что? И пока они вот писали, знаете, он говорит, что он ознакомился вообще со всем. Он говорит, меня озарило вообще, что было в жизни у них не так. И он им прочитал место Писания из послания Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Еще раз. У нас должны быть такие же чувствования. Мы должны так же переживать, как и во Христе Иисусе. И потом, знаете, он так, поворот такой. Он сказал, что когда Иисус, Он спас нас от наших грехов, когда Он пострадал за нас, Он в прямом, в буквальном смысле отказался от своих прав. Он был Бог. Вы согласны? У которого нет начала и конца, бессмертный, вездесущий и так далее. Но Иисус, Он осознанно отказался от своей божественной природы, принял образ смертного человека и умер. Что для Бога? Он отказался от этого права, да, потому что Бог, Он бессмертный. Но Он отказался от своей божественной природы, отказался от этого права, и Он умер за наши грехи. И то, что мы читали, да, филиппийцам, у нас должны быть такие же чувствования, у нас должен быть такой же разум, как у Христа. Он спросил их, задал вопрос. Вы хотите, чтобы ваша семья была похожа на Христа, отношения? Говорит, да, конечно, мы хотим, но мы не знаем, что для этого делать. И он им показал, что вот все ваши жалобы, список, который вы составляли, что у вас вызывало гнев, он говорит, что это на самом деле, вот знаете, это такая как декларация твоих прав. Я сейчас поясню. То есть у мамы есть право на то, что дети, они будут убираться за собой, что они будут поднимать вещи, что они будут стаскивать посуду в посудомойку или будут мыть ее за собой. Они будут ее везде разбрасывать. У нее есть на это право. У отца есть право, что если он работает, с утра до вечера он приходит домой, что дома порядок, и что ужин готов, вкусный. У детей есть право, что родители будут с уважением относиться к ним, и что у них будет свое личное пространство и время, и что они не будут беспардонно вторгаться в это личное пространство. И потом он сказал, что если вы хотите,
разобраться со своим гневом, который у вас постоянно возникает, вам нужно разобраться вот со своими правами. И он им предложил 4 шага. Он говорит, что давайте мы возьмем и передадим вот эти все наши права, которые у нас есть, мы их отдадим Богу. То есть эти права, они ценны, мы от них просто так не отказываемся, мы их не выбрасываем. Но при этом каждый из нас, он будет выполнять свои обязанности. Ну, то есть мы будем учить людей относиться с почтением, с уважением к власти, которая есть у родителей. Но мы откажемся от права требовать этого уважения и постараемся заслужить его. Еще раз, то есть потом следующее, да, то есть мы откажемся от наших вот таких вот прав, и от чего-то такого личного нашего владения. И потом он говорит, если дальше у вас будет возникать гнев какой-то, это будет просто как показатель еще каких-то вот таких вещей, которые нужно принести к Богу. Он привел им такое место Писания, Луки 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми свой крест и следуй за мною». Потом они, в общем, сложили все эти листочки, такой, знаете, как импровизированный алтарь. Все вот эти права, все проблемы. Помолились, что, Господи, Ты усмотри, мы отдаем это Тебе. И потом начали приходить раз в неделю всей семьей и обсуждать, что происходило, и воплощать это в жизнь, и обсуждать. И вы знаете, неделя за неделей, день за днем, все меньше и меньше было ссор, все меньше и меньше было гнева. И в конечном итоге все это было заменено на атмосферу любви и уважения. То, чего они так на самом деле хотели и не могли достичь. У Бога всегда так. Хочешь чего-то и прилагаешь усилия и думаешь, как я хочу, и так это, а оказывается, совсем не так работает. Настаиваешь на своих правах, утверждаешь их и кричишь, что да я имею право, да я там на это, я там то. И никто тебе никаких прав не дает, никто тебя не уважает, и ничего не происходит. Но начинаешь служить другим, начинаешь отказываться от своих прав, приходит и уважение, приходит и мир, и спокойствие. Почему? Да потому что во всем должна быть любовь. Еще раз, грош цена твоим дарам, грош цена твоим великим поступкам, если нет любви. А любовь, я уже по 5-му разу не пойду повторять. Наверное, донес. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы каждое слово, которое было от Тебя, оно принесло какой-то плод, Господи, в жизни. Господь, дай нам иметь любовь, дай нам воплощать это, дай нам быть первыми в проявлении любви, дай нам покрывать множество грехов, Господи, в своих семьях, в нашей церкви. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы в нашей церкви, в наших семьях, в каждой семье было уважение, была любовь, была радость, была Твоя атмосфера, Господь. Пусть будет так, Господь. Не хотим ничего делать без любви, Господь. Пусть будет уважение, пусть будет почитание. И во всем будет слава Тебе. Весь Божий народ сказал аминь. Слава Богу! Я хочу спросить, если у нас есть люди, вы ни разу не молились молитвой покаяния, вы не принимали Христа как своего Господа и Спасителя. Если вы хотите это сделать, можно поднять руку, я помолюсь с вами.
Есть кто-нибудь у нас? Мы все друг друга знаем. Можно вас попросить выйти сюда? Если есть кто-то еще, не бойтесь. Можете туда не поворачиваться ко мне. Вот так вот на вас тогда не это. Да, давайте вот здесь. Если кто-то еще есть, выходите тоже сюда. Буквально дайте нам пару минут, и мы сейчас все вместе помолимся. Оказывается, все хорошо. Слава Богу. Давайте мы прославим Господа, хорошо? И после мы можем спуститься вниз. Еще раз я хочу напомнить, что у нас на следующей неделе будет собрание в пятницу, в субботу и воскресенье. Пятничное собрание по возможности, кто может, я понимаю, что все работают и так далее, но я думаю, что оно будет такое установочное. Но основа – это суббота, ну и воскресенье мы не пропускаем, поэтому добро пожаловать. А сейчас давайте мы еще раз Господа прославим, на этом будем заканчивать. Хорошо? Ничто нас не разлучит, даже если убегу, любовь твоя верна, любовь твоя верна. Я знаю, что оступлюсь, но в милости твоей я обновлюсь, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна. И там, где вечером плач, на утро будет радость. И когда бушуешь, что мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Глубины вод и ветер все сильней, но не один я посреди морей, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. И пропасть так широка, не думаю я достичь ее конца, но любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна. И там, где вечером плач, на утро будет радость. И когда бушуешь, что мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо.
Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна, ты все такой же вовеки. Любовь твоя неизменна, и там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушуешь, что мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Господь, ты все обращаешь во благо. Любовь твоя верна. Аллилуйя. Слава Богу за Его любовь. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Слава Богу за все. Пусть Господь вас благословит на эту предстоящую неделю. Смотрите за объявлениями в группе по поводу собраний. Так пусть Господь, Он благословит вас на эту предстоящую неделю. Оставайтесь здоровы, берегите себя, любите друг друга, применяйте это в семьях. Все. Можно спуститься вниз, чаю попить. А так, с миром Божьим. До свидания.